Физкульт-привет! Меня зовут Мария Иванова, и это мой проект «Сделай себя сам». В этом проекте я буду рассказывать вам о спортсменах Кыргызстана, любителях и профессионалах, их пути, взлетах и падениях, травмах и возрождениях. Коснусь сердца каждого историями реальных героев, которые не оставят вас равнодушными, мотивируют и побудят двигаться только вперед. Погнали! Мы, конечно, можем быть бесконечно уверены в себе, в своих силах, но если нам еще со стороны подсказывают о том, что все получится, то начинаешь 2-3 раза больше верить в это. Вы у меня берете интервью, это большой плюс. Здесь вот сделали трахеостому, оказывается. Поднял, я там отдыхал. Не писал ничего. Классно, я вот здесь сижу. Оказывается, и бывает такой день, что я могу сидеть тут. То, что она тогда заплакала, я... И вину я не от них видел, я вину от себя был. Но как ударили они это, они виноваты. Надо было руками бить меня. Было некое ощущение, как будто вот человек, когда на похоронах бывает, вот когда ты человека знаешь, вчера он был, а сегодня его уже нету. В основном спортсмены занимаются через день, вот, а он старается каждый день по одной группе мышц прокачивать. В очках хожу, у меня глаза болят. Я думаю, что такое? Раз такой снимаю, ох, классно вижу. Итак, герой первого выпуска, 31-летний Эрбол Джейнтаев, инвалид первой степени. И причем инвалидность у него не с рождения, а заработал он ее в 25 лет. В 2014 году банальная словесная перепалка на свадьбе друга переросла в конфликт и драку, в ходе которой и пострадал Эрбол. Он пережил 2 операции на голову. Причем, если бы родные не дали свое согласие на операцию в течение 5 минут, я бы вам не рассказывала его историю. После второй операции Эрбол пролежал в коме 3 месяца. Сейчас в его голове металлическая пластина. Врачи отделения неврологии городской клинической больницы номер 6 рассматривали самые худшие последствия травмы, вплоть до инвалидного кресла, но сделали все возможное, за что им большая благодарность. Главную роль в дальнейшем восстановлении Эрбола сыграли его мама, младший братишка, друзья и, конечно же, он сам. Начну вас посвящать в историю Эрбола Джейнтаева с ключевого момента в его жизни, когда он попал в реанимацию и лежал в коме. Уход за больными в общей палате был не из лучших. Его братишке Ерджану, можно сказать, пришлось освоить азы медицины. Проходили дни, проходило время. Мы постепенно начали уже открывать глаза, шевелить руками. Мы делали ему массаж, он начал уже постепенно шевелить своими пальцами, он начал уже понимать нас. Мы ему говорили, если ты, допустим, слышишь нас, покажи 1, если не понимаешь, допустим, или не слышишь, покажи 2. Вот так вот мы нашли какой-то язык и начали общаться на этом языке. Привет, такой? Манда кусок был. Йоу, салам алейкум. Ситуация на самом деле была такова, что в тот период у Эрбола была возможность там привлечь необходимые средства, была возможность лучших специалистов нанять, самому нужно было бы уехать, но это было ограничено тем, что физически ему нельзя было никуда выезжать, и времени было в обрез. Да? Несмотря на то, что у него в то время среди родственников были те, кто был, скажем так, на коне сидел, да, на хорошей связи, там, вплоть до министра здравоохранения подключались, но мы ждали всего лишь отзыв на наши молитвы.
Придя в себя после комы, Эрбол вспомнил свое имя, фамилию и день своего рождения лишь спустя 8 месяцев. Он заново учился говорить, кушать и ходить в туалет. Врачтар 5% менен чыгарып берген балабыздычы. Колубуздан келген жардамыбызды жасап, иши кылып баланы баягы мурунку ордуна алып келбесек дагы аракет кылып бастырганга, даже ошол комада жатканда врачтар айтты, даже сизди тааныбай калышы да мүмкүн деди да. Бирок мен ушунча баягы эненин жүрөгү жамандыкка алып барбайт экен. Башыман көп нерселерди өткөрдүм да. Мындайча айтканда, мен ушул башыма келген окуямды мен башка бирөөлөргө эч бир каалабайт элем да. Баягы төрөлгөндөгү бир эмесин сүйүнөт экенсиң, төрөлдү келди жарыка деп. Андан кийинки ушундай болуп чоң кезинде балаң колуңа жардам берип, бир өзүңө бир мындай бир муктаж турганда, бир балаң жардам берип турган учурда сен кайра балаңа жардам берип аткан, бул эне үчүн эте оор нерсе экен да. Биринчи төрөлгөндөгү баланын басканын көрүп сүйүнсөң, азыркы экинчи бул төрөлүшү да, бул баламдын экинчи төрөлүшү. Баскан күндөрүн коляскадан басты, коляскадан тургуздук, ушу дубалдарды кармалап басканда ушундай жүрөгүм. Ошондо да дагы бир ыйлаганым бул, жаңы төрөлгөндө бала биринчи сөзү апа деген сөзүн укканда жүрөгүң жарылат. Мындан дагы экинчи жолу мама деп ыйлаганда жер астын үстү болдум. Мен үчүн, мисалы үчүн, баламдын ушундай сөзүн угат экенмин депчи. О стойкости характера Эрбола, о его силе, воле и духа говорили родным еще врачи в больнице. В домашних стенах восстанавливаться ему было еще легче. Ыйлап капырдедик. Мен үчүн оорушу памперс кийгизгенде балам ыргытып памперстерди. Мен кийбейм мама, мен өзүм басам. Мен өзүм туалетке барам деди да. Ошондон кийин өзү чыйралып, дивандарды кармап, дубалдарды кармап басып анан туалетке барчы да өзүчү. Памперсти да таштадык. Тамак жей албайт. Айттым мен, тамагыңа кетип калат десем, жок мама, могул жеримди алыңыз, могу немемдегини, мурдумдагыны алыңыз деп, мурдундагы шланганы алып салып, өзү тамак чайнады. Ушундай сүйүнгөнүбүздү айтпаңыз. Өзү мындай жашоого бир күрөштү да аябайчы. Мен сизди кыйнап койдум мама. Каприздер өзү басылды. Эшикке чыгарабыз, эшикте отурганда дагы элден уялат мама, мени кармабагыла. Вот, во-первых, это в плане было детей своих, вот этих маленькие. Вот, например, вот мы разговариваем, да, они вот вырастут, они прослушают обязательно. Что его даже, Да. что нашего отца Да. не остановила даже Да. такая ситуация. Чтоб трагедия, мои дети, здоровье. да, были здоровыми всегда, чтоб никогда такое ушибы тоже, никогда травмы такой не получали, чтоб они всегда могли за себя постоять, и чтобы они правильно жили здоровым образом жизни. Мы со съемочной группой побывали у Эрбола дома, где он возрождался. Там у нас тогда уголок было. Уголок. Я вот здесь лежал 3 месяца. Вот здесь вот так я лежу, никуда не сворачивался, вот так 3 месяца лежал. После больницы даже здесь 3 месяца лежал. После 3 месяцев я хотел сесть. Просто почему я не сижу? Как я постоянно... А вот именно когда памперс мне вставляли, я помню момент, я вот этот момент помню, когда уже после этого начал сидеть, после этого мне памперс не вставляли. Учились сидеть, потом уже вставать, держать равновесие, потом уже шаги делать, то есть поэтапно все начинали делать. Вот это его характер, его желание встать на ноги прям давало ему силу, я думаю. Потом я уже постепенно, в последующий день уже как-то по чуть-чуть начал уже двигаться.
Потом я вот сюда, во двор. И когда мне было как-то же, я вот сюда выходил сразу. И вот здесь сразу вот так. Именно вот такой момент, вот смотрю улицу, оказывается, такой момент. Я тоже, оказывается, вижу людей. Там людей много не проходило, но один человек пройдет, я так радостный. И мне всегда хотелось, я смотрел вон туда, вот в это дерево, да, и хотел туда сесть, именно в это дерево. И раз такой, думаю, блин, когда я уже смотрю, уже... То есть у тебя появилась маленькая Да, цель. да, уже зима, уже как получается 2015 заканчивается, и уже зима, да, идет. А я говорю, блин, я добьюсь, я туда сяду. Все по чуть-чуть, наступает. Классно, я радовался, такой радостный, сейчас я на улицу выйду. Раз так вот таким опытом, раз. Даже приподнял он мне, я уже устал ходить, уже взял, поднял и вот так. Ну, бортик же, здоровый был. Раз, прошелся. Во-первых, раз такой думал, я туда сяду, я думал, сейчас если я вот сюда сяду, я упаду. Я вот здесь заклюнулся, держался и вот здесь стоял. Там, друзья, там вот Сашка, там соседка была. Она видит, они как-то радостные, все такие, все буем стоят. Мама на меня, все смотрят на меня, я что на улице, раз такой, все радуются, я такой радуюсь, я не понял, не понимал ничего такого. Немаловажную роль в выздоровлении Эрбола сыграли его друзья, которых после трагедии можно сосчитать по пальцам. Когда это с ним произошло, я сразу понял, что с ним сюсюкаться нельзя. Вот его позитивный настрой просто под вот этой вот физиологической оболочкой овоща, скажем так, да. А так он внутри был таким же настроенным, и просто нужно было какими-то цепочками его, какими-то узелками его нужно было в нем это обратно пробудить. И, допустим, наверное, я единственный, возможно, в нашем кругу, который вообще не проявлял к нему жалости. Ни разу не проявлял к нему жалости. Я его, наоборот, подбивал, я его такими жесткими словами тоже ругал. Я его, если вдруг он отказывался кушать, есть, закатывал истерики какие-то. Шаурму притаскивали, привозили, чтобы он захотел ее кушать, да? В тот момент, когда он из трубочки потреблял только супы и с компотом, мы ему вот так вот провоцировали, шаурму показывали. И я помню, он сквозь слезы, сквозь боль, наверное, потянулся к этой шаурме и попытался даже чуть откусить. Да. Для нас, для друзей его и вообще для окружающих изменилось многое. В первую очередь мы по-другому начали смотреть на проблемы, которыми мы сталкиваемся каждый день в жизни. Мы начали отделять важное от неважного, наверное. И я могу сказать лично, что для меня пример жизни Эрбола, он подвел к тому, что я стал ближе к своей семье. Я стал ближе общаться со своими друзьями. И стал, на самом деле, больше уделять внимания и времени им, потому что я начал понимать, насколько важен каждый момент нашей жизни. Только через 3 года после трагедии Эрбол начал первые тренировки в тренажерке. Для восстановления здоровья не раз требовалось вмешательство врачей. Тренировки приходилось откладывать, но Эрбол уже понимал, что двигается в правильном направлении. 2017 год, и я такой себе солодаю. Почему я вот так делаю? На меня никто не обращает внимания, как раньше. Я должен что-то делать, я должен вытащить себя. Я могу, я молодой, мне только всего лишь 26 лет. Я должен вытащить себя. В конце 2017-го произошла окончательная ссора с женой и в последующем развод. Летом 2018-го Эрбол прошел одно из ключевых лечений в Москве. Помимо своей профессии массажиста освоил кулинарное дело и отлично готовит пиццу. А уже в марте 2019-го начал интенсивные тренировки в зале. Именно почему я зал выбрал, потому что в других я не могу. В боксерском надо двигаться, я двигаться не могу. Я раньше был сам борщиком, но я не хочу, получается. Обратно там надо, у меня с головой чуть проблемы. Там если что-то я упаду неправильно, у меня сразу что-то ухудшится. И после этого я сразу выбрал, конечно, тренажерный зал. Я, во-первых, занимался
Никто там мне не понимал, что у меня такое состояние. Но я всем казался, как будто я целый, как будто там ногу сломал или что такое. Ну, не стал никому доказывать. И просто занимался, да, и ни у кого не спрашивал, что надо делать, как надо. Я просто хотел себе силу набить. Все молодые занимаются, на меня смотрят: о, Баке молодец, ты что-то делаешь, ты хотя бы делаешь что-то. И после этого, как-то я думал, я хочу себя вытащить, я не могу вытащить, мне нужен человек. И я пошел, записался в другой зал, и там познакомился с своим Агаем. Когда мы познакомились, он практически нормально не ходил. Ну, ходил, ну и, в принципе, не сильно так уж, не сильно развит был, да, спортивно и, чисто как простой человек был. Вот, ну и были у него нервные вот эти вот, после вот операции, после всего этого. Спортом он начал заниматься уже потихонечку, уже и на скакалке прыгает, и добился много чего. Старается. Все же стараются. Здесь время надо, сила воли надо. Как говорится, этот спорт нелегкий спорт. До дня драки, да? Ага. У тебя в голове, наверное, и не было, да, такого, Вау. чтобы следить за своим здоровьем, ходить в тренажерный зал каждый день, да? Вот Да. расскажи об этом. Да, у меня вообще не было. У меня было, я работал. Например, с Китаем работал, в бизнесе работал. И вот как-то получается, никак не получалось. Некогда. Себя, да, никогда, а надо было куда-нибудь сходить, там, вот это, всем поговорить, с друзьями встретить, чайку, там, все дела, вот такие, там, покурить, там, чтобы всем блатным казаться, чтобы у тебя деньги есть, пускай на тебя внимание обращают. Делаешь для себя, стараясь, люди сами начинают обращать внимание. Да, А не ты да, привлекаешь, да? его? да, Мгм. да. Сейчас Мгм. такой момент, Мгм. ко мне все обращаются. Мгм. Братан, как покачал? Ты, вот, подскажи, что нам делать? Сидите. А я не говорю, я всех тренирую. В самом важном турнире своей жизни Эрбол Джейнтаев одержал уже не одну победу. И, как все мы понимаем, двигаться он будет только вперед. Следующая его цель – стать квалифицированным тренером и привлечь как можно больше людей к спорту и здоровому образу жизни. Если вам понравилась его история, он вас мотивировал, подписывайтесь на его инстаграм Эрболита Мотиватор или приходите подтренить в спортклуб MG Спорт Питание. Первое занятие бесплатно. Сделай себя сам. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Скоро выйдет новый выпуск проекта. И чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш YouTube-канал Кыргыз Спорт ТВ. Делитесь этим видео со всеми своими друзьями, родными, близкими, бабушками, дедушками. И, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Также, неважно, в какой точке страны нашей Кыргызской республики вы находитесь, на каком языке говорите, если вы хотите участвовать в проекте «Сделай себя сам», отправляйте короткую информацию на нашу почту. Ссылка почты в описании под этим видео. С вами была я, Мария Иванова. До новых встреч! Дуклята. У меня папа есть. Вот этот самый человек, известный человек, он знает, ну вот ему спасибо, Рахмат. Если его не было, тоже не сидел бы тут. Если друзей не было бы, тоже не сидел бы. Друзьям спасибо большое, да, вот. Кто меня всегда мотивировали, поднимали, возили меня. Вот всем могу сказать спасибо. Да? Рахмат, чон Рахмат могу сказать. Да, конечно, в первом числе это, конечно, мама, братишка. Это без слов, они без слов. Они со мной, как говорится, боролись.